В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Паводковая обстановка на севере Якутии по-прежнему тяжелая. Людей эвакуируют в другие населенные пункты. Айсен Николаев указал на персональную ответственность министров и глав по ликвидации последствий паводка. И завтра сам вылетает в подтопленные районы. Нюрнбергцам закрыли выезд за границу. Более 600 абонентов из-за задолженности за теплоэнергию не смогут выехать в отпуск. Зарубежные ученые прибыли в Якутию для изучения изменения климата на Земле. Дети за рулем. В Мирном прошли соревнования по мотокроссу. Активное участие принимали и несовершеннолетние. Тяжелая паводковая ситуация продолжает сохраняться в северных районах Якутии. Ледоход на реках Колыма и Яна идет с заторами. Сейчас затоплены несколько населенных пунктов. О ситуации на реках в материале Ланы Ильиной. В поселке Зырянка остаются затопленными 57 придворовых территорий. Население составляет 1067 человек, в том числе 241 ребенок. В селе Верхнеколымск остаются затопленными 33 дворовые территории, где проживает 285 человек, в том числе 63 ребенка. Люди передвигаются по затопленным улицам на моторных и резиновых лодках. В Устьянском улусе нарушено энерго- и теплоснабжение. Сейчас угроза в том, что когда лед будет тронется, ледоход пойдет, вода начнет прибывать, увеличивается населенный пункт, поэтому угроза где-то примерно намечаем 50 сантиметров, метр повышения воды дополнительно сейчас. Вот, поэтому для страховки люди эвакуируются в ближайший поселок Казачье. В Якутске в Доме правительства состоялось селекторное совещание с главами районов, на котором обсудили восстановление наследков, подвергшихся паводку. Тяжелая паводковая ситуация на севере, лесные пожары. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы ситуация в затопленных населенных пунктах не усугублялась. Людям, чье имущество пострадало от паводка, будет оказана помощь. Временно исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев сказал о необходимости устранения проволочек с оценкой ущерба на местах. Задача поставлена также по определению ущерба. К сожалению, здесь я хочу сказать, что в ряде муниципальных районов работа идет медленно. И в результате мы можем получить, скажем так, меньше, чем мы планировали на возмещение из федерального бюджета. Вот, поэтому дано поручение и правительству, и муниципальным районам эту работу усилить по проверке документов, по составлению документов, для того, чтобы качественная документация была подготовлена для предоставления федерального органа в МЧС для последующей компенсации. Это касается как и имущества граждан, так и, конечно, тех средств, которые мы должны получить на восстановление инфраструктуры наших сел и поселков. Также Айсен Николаев подчеркнул необходимость обеспечения доставки грузов в северные районы, пострадавших от паводка, как для восстановительных работ, так и для зимовки, и необходимость четкой организации работы по ликвидации последствий паводка. Лана Ильина, Туяра Семенова, Семен Семенов, Якутск. Уже завтра Айсен Николаев вылетает в Колымские районы, чтобы на месте принимать оперативные решения и встретиться с людьми, пострадавшими от паводка. Об этом он сообщил во время селекторного совещания с руководителями муниципальных районов. По предварительным подсчетам федеральных ведомств, сумма выплат ущерба составит около 210 миллионов рублей, сообщил сегодня первый зампред правительства республики Алексей Колодезников. В части выплаты единой материальной помощи и финансовой помощи населению из республиканского бюджета сумма составляет 47 миллионов рублей. По тем пострадавшим, по которым сделан подсчет, деньги в районы отправили. Остается Кобяйский район и город Якутск, но в некоторых районах вода еще стоит и подсчет будет продолжен. Сегодня подготовили обращение в РИО главы республики Айсена Сергеевича Николаева в адрес председателя правительства Российской Федерации по выплатам ущерба для населения. И там, конечно, суммы другие, там в пределах 210 миллионов рублей. Но мы сегодня общаемся с МЧС, там все-таки порядок выплат будет согласовываться с Минфином Российской Федерации. Ну и у нас отрабатывается вопрос с автодором по выплатам на установление автомобильных дорог. В поселке Черский паводком затоплена взлетно-посадочная полоса. Об этом сказал руководитель Нижнеколымского района Иван Суздалов. По его словам, поселковый аэропорт практически не работает. Сорвало антенны, в неисправности оборудования.
Привод на полосе также обесточен. Стоит вопрос выбора площадки о перевозке пассажиров стыковочными рейсами. Сейчас на территории Колымской группы районов находятся 4 воздушных судна. 1 вертолет МЧС и 3 вертолета Ми-8 полярных авиалиний. Они выполняют рейсы в Белую гору. Между тем, в Усть-Майском районе идут аварийно-восстановительные работы после паводка. Готовятся документы по установлению суммы ущерба. В Альдикане уже запустили пекарню. Она работает на генераторах. Всего же стихией повреждены более 130 электроопор. На место отправлен большой объем материалов. Ведутся работы по восстановлению и расчистке дорог. Пенсии и зарплаты доставляются. В настоящий момент все 3 авиаплощадки затоплены. Сообщение происходит только речным транспортом. Некоторым людям отказали в материальной помощи. Они готовятся подать заявление в суд. Чтобы получить материальную помощь, обязательно нужно обратиться в местные администрации. Да, сроки обращения очень маленькие. Вообще в течение месяца, но желательно сразу документы оформить, потому что они будут проходить проверку и какую-то доработку. Поэтому не нужно ждать, что вот месяц пройдет и в последние дни нести документы. А когда вот так вот раз и все, там уже нельзя? Это какого примерно числа месяца? Ну, я так предполагаю, это середина июня, 10 где-то число июня. Да, осталось совсем мало времени. Конфликт между компанией «Газпром Трансгаз Томск» и населением Ленска благополучно разрешен. Жители отстояли свои интересы, не допустили сброс сточных вод в реку Мухтуйку. Как заявил генеральный директор компании Анатолий Титов, предприятие обязуется производить слив сточных вод в городскую систему очистки. Напомним, ранее ленчане были возмущены строительством канализации. По их мнению, произошло бы загрязнение городского пляжа, а также акватории водозабора питьевой воды. То, что население города Ленска поднимало вопросы о неправильном принятом решении проектировщиками, я хотел бы одно сказать, что здесь есть, если посмотреть с двух сторон, то, что сделано сегодня, очистные построены, они самые-самые современные. Тем не менее, я уже сказал, что «Газпром» пришел на эту землю не на год, не на два, и у нас нет позиции, чтобы сделать и убежать. Поэтому мы услышали население и принято решение, что стоков этих не будет. Да, будет накладнее для нас. Это, во-первых, надо будет и технику содержать, и вывозить, и платить за то, что за вывозы. Хотя за сброс тоже бы платили. Поэтому сегодня решение принято окончательное, что стоков в речку не будет. Дальневосточная энергетическая управляющая компания определила подрядчиков на строительство электросетевой инфраструктуры для подключения компрессорных станций Салды-Кёльской и Алекминской газопровода «Силы Сибири». Работы выполняются в рамках создания схемы внешнего энергоснабжения Якутского центра газодобычи. Договоры генподряда на строительство подстанций заключены с компаниями из Краснодара и Перми. Общая сумма контрактов составила 2 миллиарда 260 миллионов рублей. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на 2019-2020 годы. Президентские гранты в первом конкурсе года получили 9 некоммерческих организаций из Якутии. Общая сумма составила чуть более 14 миллионов рублей. Всего же было подано 67 заявок. Прием документов проводили с 20 февраля по 26 марта, а итоги подвели в начале этого месяца. Всего в 2 конкурсах прошлого года 34 некоммерческих организаций Якутии получили 42,5 миллиона рублей. Это один из лучших показателей в Дальневосточном федеральном округе. Министерство Минобщества напоминает, что второй конкурс стартует 16 июля этого года. Ресурсные центры Якутии оказывают консультационную и информационную экспертную поддержку при формировании заявок на участие в конкурсах. Россиян ждет 6-дневная рабочая неделя и 3 выходных. День России выпадает на следующий вторник. В связи с этим выходными объявлены 3 дня – 10, 11 и 12 июня. Однако перед праздниками россиян ждет 6-дневная рабочая неделя. Чтобы не разрывать выходные дни для работающих людей, правительство определило, что в выходной день в субботу 9 июня перенесут на понедельник 11 июня. Таким образом, россияне будут трудиться с 4 по 9 июня, а отдыхать с 10 по 12, говорится в сообщении на сайте Роструда.
Нерюнгринцам закрыли выезд за границу. Более 600 абонентов теплосбыта из-за задолженности за теплоэнергию не смогут спланировать отпуск по своему усмотрению. Из-за суммарных долгов 36 миллионов рублей судебные приставы вынесли и передали в пограничную службу постановление об ограничении выезда неплательщиков за пределы страны. Чтобы вернуть право на выезд за границу, неплательщикам необходимо полностью погасить долг. При этом стоит учитывать, что запрет снимается не мгновенно, а в течение 10 дней. Изменение климата изучают молодые ученые. В Якутске стартовал 5-й международный молодежный геокриологический форум. В нем принимают участие 65 молодых ученых и аспирантов из Китая, Кореи, городов России, в том числе Якутии. После защиты проектов участники выйдут на полевые работы в Амгинский район, где пройдет семинар-школа по восстановлению почв сельхозугодий. Форум продлится до 20 июня. Мы приехали 4 участника и представляем главную государственную лабораторию инженерной геокриологии в городе Ланчжоу, провинции Ганьцю, на северо-западе Китая. В наших планах входит обсуждение совместных проектов, и в этом году 2 проекта между Институтом миростоведения и нашей лабораторией получили поддержку от государственных фондов, и мы будем обсуждать конкретные детали этих проектов. Сегодня эту же тему влияние изменения климата на ведение традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности в местах проживания коренных малочисленных народов Севера обсудили во время парламентских слушаний. В своем выступлении докладчики отметили, что тема имеет глобальное значение. Она не только экологическая, но и проблема экономики и безопасности жизнедеятельности людей. В Якутии, как и в остальной российской Арктике, изменение климата наблюдается при наличии других нагрузок. Это загрязнение окружающей среды, истощение биологических ресурсов и не только. Поэтому для уменьшения негативных последствий необходимо разработать комплекс мер, подчеркнули участники мероприятия. Во-первых, необходимо создать систему оценки климатических изменений в регионе, включая этноэкологический мониторинг с участием представителей коренных народов, ведущих традиционный образ жизни. Во-вторых, необходимо разработать профилактические программы по защите населения, необходимы для минимизации неблагоприятных экологических, экономических и социокультурных последствий изменения климата. Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на Якутия-24. Алдан готовится к Эсэхуаланходу. Мероприятие меньше месяца. Дети за рулем. В Мирном прошли соревнования по мотокроссу. Активное участие принимали и несовершеннолетние. Шпицы встречи. Нерюнгринцы со своими питомцами собрались на не совсем обычное мероприятие. В эфире Якутия-24, и мы продолжаем наш выпуск. Еженедельно в Москве в крупных выставочных центрах проходят международные всероссийские выставки и фестивали. За последние годы многочисленным мероприятиям отданы главные площади столицы. Так, в 4-й раз книжный фестиваль разместил свои издания на Красной площади Москвы. С подробностями Наталья Сазонова. 4-й книжный фестиваль «Красная площадь», приуроченный ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка, собрал под свои своды представителей 45 регионов. На территории в 23 тысячи квадратных метров, а это величина Красной площади, развернулись 13 тематических площадок и стенды российских издательств со 100 тысячами наименований книг. Нас, конечно же, интересовало республиканское издательство «Бичик». В этом году у нас огромным спросом пользовался тот проект, с которым мы очень долго работали. Это проект вице-спикера Ильтумяна Александра Николаевича Жиркова «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира». Вот эту книгу мы привезли, и не хватило до вот последнего дня ярмарки, все раскупили, и мы этому очень рады. Ну и наши другие книги тоже пользуются хорошим спросом. Скажите, а что вас привлекло вот на этом стенде? Я из Ямало-Ненецкого округа, поэтому как бы национальные традиции пересекаются.
вот в области книгоиздания. Вот я просто смотрю, что интересно находится на вашем стенде. Для участников и посетителей были проведены встречи, авторские лектории, концерты и презентации литературных проектов. Бичек представлял свое издательство в национальном колорите, рассказывал о нашем северном крае, о мужественных людях, живущих в условиях вечной мерзлоты, которые впоследствии и становятся героями современных произведений. На Красной площади были представлены лучшие образцы художественной, научно-популярной, энциклопедической, учебной и детской литературы. Наше издательство вот, по итогам конкурса «Лучшие книги года России», который проводит Ассоциация книгоиздателей России, вот эта вышесказанная книга «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира» стала лауреатом этого конкурса. И еще одна книга «Исык Туймады» стал дипломантом. Книжный фестиваль еще раз доказал, что Россия – самая читающая страна мира. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, Москва. Крупнейшее музыкальное событие Дальнего Востока прошло в Хабаровске. 7-й международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» прошел по улицам и площадям города с 25 мая по 2 июня. В нем приняли участие 13 коллективов, 3 из них приехали из Казахстана, Монголии и стран Евросоюза. Репортаж Стаса Михайлова. За годы проведения фестиваль «Амурские волны» стал самым ожидаемым культурным событием в дальневосточной столице. Ежегодно сотни хабаровчан и гостей города становятся свидетелями грандиозного музыкального праздника. Первый фестиваль прошел еще в 2012 году. Организаторы специально приурочили его ко дню города Хабаровска, который празднуется в конце мая. Событие привлекает к себе большое внимание не только хабаровчан, но и многочисленных гостей города, в том числе из-за рубежа. Одно из самых зрелищных событий фестиваля – марш-парад духовых оркестров по центральной улице города. В отличие от других концертов, вход на которые может стоить недешево, на шествии у каждого появляется возможность стать зрителем. Ты слышишь море, твоим матросом хочу я стать. Изюминкой фестиваля является репертуар, который подбирают коллективы. Кроме классических маршей и песен, можно услышать национальные произведения и эстрадные композиции. Это придает особый колорит. Поэтому в данном отношении фестиваль является уникальным. И мы видим, что с каждым годом качество фестиваля растет. Появляются и новые участники. Второй год подряд в Хабаровск приезжает коллектив из Евросоюза – оркестр кельтских волынок и барабанов, полюбившийся хабаровчанам. В этом году они подготовили сюрприз. Руководитель оркестра Александр Браун говорит, что переложить русскую «Катюшу» на шотландскую волынку было несложно. Она прекрасно подходит для этого инструмента. Музыкантам так понравился город, когда они выступили здесь в прошлом году, что они решили непременно вернуться. Военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» стал настоящей визитной карточкой Хабаровска и еще одним поводом для туристов посетить город на Амуре. Стас Михайлов, Хабаровск. А в Якутске сегодня состоялся 5-й ежегодный мультипликационный фестиваль «Чудеса кино». Официальная церемония награждения победителей 5-го детского фестиваля прошла в зале Кружала. Организаторами мероприятия является студия «Чудеса кино» благотворительного фонда «Харесхал». Всего в конкурсе участвовало 8 команд из республики. Особенность фестиваля этого года – участие детей с инвалидностью. Тема «Мы разные, но равные». Сам процесс изготовления мультиков, он сам по себе такой захватывающий, увлекающий, да? Когда дети видят, что их рисунки начинают двигаться, они увлекаются этим, да? Плюс еще озвучивание, да? Тут работа специалистов, да? То есть и здесь сам процесс, он увлекательный. Они сами придумывают, они сами это делают.
Тем временем в Алдане продолжается подготовка к республиканскому эсэху Аланхо. На месте проведения национального праздника активно ведутся работы по возведению атрибутов мероприятия. Репортаж Руслана Павлова. Тюсюлге – поле, где пройдет кулмысный праздник эсэх Аланхо-2018, еще только преображается. Виден недостроенный, но уже устремляющийся ввысь главный символ – Моголу-Роса. Появляются серге, другие строения. Бригады рабочих трудятся ежедневно. Трудовой народ подгоняет ветер и время, которого остается совсем немного до встречи лета. Материалы для возведения сооружений поставляют местные промышленники. Но мы полностью поставляем материалы вот на это строительство. Так что касается лесоматериалов, это наша задача. Пока мы со своими обязанностями справляемся полностью, я думаю, не подведем. Проведение столь масштабного праздника на алданской земле придало стимул жителям, малому бизнесу. Задействованы все, от промышленных предприятий до волонтеров. Нужно показать гостеприимство алданской земли, единение культуры и традиций. А то, что будет построено и возведено, дороги, подъездные пути, строения, площадки, все послужит в дальнейшем для проведения массовых культурных мероприятий. Ну, как мы можем видеть, у нас вот за моей спиной идет строительство Тюсюлге-Наслегов наших поселений. И в том числе несколько предприятий также изъявили желание поучаствовать в строительстве объектов, в которых они будут располагаться и принимать гостей национального праздника эсэх Аланхо. С приближением праздника Тюсюлге будет преображаться равно как и Алдан, который ожидает участников и гостей эсэха. По предварительным данным, их будет порядка 20 тысяч. Это почти население самого города Алдана. Напомним, что эсэх Аланхо пройдет в Алдане 30 июня и 1 июля. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. В Нюрнгринском районе прошло самое лохматое событие года – шпицы-встреча, на которую хозяева привели своих питомцев. Они поучаствовали в конкурсах, показали любимцев профессиональному грумеру и получили консультацию лучшего ветеринара города. Тему продолжит Александра Цыбикова. Евгений Иванович очень любит животных. Раньше он занимался дрессировкой больших служебных собак. Но в силу возраста они с супругой решили взять шпица, назвали ее Соней. Хозяин выгуливает, обучает командам свою любимицу. Мы наши любимицы, уже детям своим, ни внукам не доверяем. Вот, только с нами, не оставляем нигде. У нее игрушки свои любимые есть, мамка так называемая. Это кусочек шкурки, ну меха, шарик к ней. Вот только скажешь, где мамка, она несет. Шпицы активные, веселые и очень подвижные собаки, всегда готовые к прогулкам и играм. Сильно привязываются к своему владельцу и плохо переносят разлуку. Многие собаки из-за своей стрижки выглядят как рыжие плюшевые мишки. На встрече за ними трудно уследить. Животные со звонким лаем разбегаются по площадке, вырываются из рук, путаются под ногами и превращаются в один огромный пушистый комок. Мы увидели объявление в интернете о том, что сегодня состоится шпицы-встреча. И решили показать нашего красивого питомца, нашего члена семьи Тишка. Мы не могли не прийти. Хотели познакомиться с другими собачками. Очень рады, что проводятся такие мероприятия. Собачка Наоми, немецкий шпиц, ей уже 3 года. Как бы знает команды лежать, сидеть, дай лапу, дай 5. Ну, играет со всем, что дай. Вкусняшки очень любит она у нас. Длинная густая шерсть требует регулярного ухода, мытья шампунями с применением лосьонов, сушки и расчесывания с помощью специальных щеток. А также, по фантазии хозяина, профессиональный грумер может окрасить шерстку в любой цвет. Чаще окрашивается только хвостик. По словам участников, такое мероприятие полезно как для собак, так и для их хозяев. Люди делятся опытом по уходу за питомцами, а животные привыкают к сородичам и учатся вести себя правильно. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Мотокросс – один из самых популярных видов спорта среди молодежи Мирного. С каждым годом желающих заняться им увеличивается. Отдел спорта, культуры и молодежной политики администрации города приурочил очередные соревнования ко Дню защиты детей. Половину заявившихся участников составили несовершеннолетние. Подробности в репортаже Евгения Тайтонова. 3 заезда по 15 минут – достаточное количество времени, чтобы определить победителя. У мужчин и юношей заезд один, но зачет разный. И даже тут молодые спортсмены наступают на пятки ветеранам. 16-летний Никита Устимов – восходящая звезда Мирнинской школы мотокросса. За руль мотоцикла он сел в 9-летнем возрасте. И с тех пор рев мотора и скорость стали его спутниками жизни. Мотоциклы мне нравились с детства, привели родители.
Вот так и начал заниматься. Ну, это более самый такой мужской вид спорта. Тут можно выплеснуть адреналин, много чему учат. Учишься разбираться в технике, мотовор делать, мотоцикл, понимаешь его строение. Мотокроссом в Мирном занимаются с 1982 года. За это время здесь были подготовлены около 700 спортсменов-разрядников, 70 чемпионов Якутии и 4 чемпиона Сибири и Дальнего Востока. Техника стала уже более лучше, естественно, то есть японского происхождения. Раньше-то мы на ЧЗ-тах ездили, как бы это не то. Ну и плюс, как бы, раньше было все равно как бы получше, в том плане то, что было какое-то спонсирование, а сейчас как бы, ну, тяжеловато держать, потому что технический вид спорта, он много затрат требует. Крутые повороты и захватывающие дух виражи. Эту трассу гонщики изучили вдоль и поперек. Здесь проходят тренировки секций мотоклуба и все основные соревнования. По итогам гонок среди юношей третье место занял Иван Исаков. Вторым стал Аркадий Гуль. Ну а первое место, как и ожидалось, занял Никита Устимов. Среди мужчин бронза досталась Алексею Токареву, серебро Антону Полякову, золото Алексею Сапрыкину. Евгений Кайтонов, Марьяна Кутукова, Мирный. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами на телеканале Якутия-24. Удачи вам!